Тема самоубийств еще несколько десятилетий назад не была широко обсуждаемой в обществе, но эта проблема существовала во все времена и у всех народностей. Сегодня феномен суицида является одной из злободневных тем во всех странах мира. К сожалению, Абхазия не исключение. Архимандрит Дорофет Бар подробно рассказал о существующих классификациях суицидальных действий. В этом вопросе позиция церкви неизменна. Самоубийство считается смертным грехом. Западный учитель церкви блаженный Августин сказал: убивающий себя убивает человека, то есть самоубийца приравнивался к убийцам. В Восточной церкви самоубийство осуждалось еще строже. Согласно 14 правилу Александрийского патриарха Тимофея, самоубийца лишался отпевания и церковного погребения. Кстати сказать, и в абхазской традиции не приходили на оплакивание самоубийц и не хоронили в родовых кладбищах, что мы сегодня с вами практически перестали это делать. Не потому, что мы кого-то ненавидим, да, а потому, что мы снова не хотим осознавать свою проблему и хотим украсить даже такой трагический случай, как самоубийство. Психологи говорят, что чаще всего жертвами самоубийств становятся люди подросткового и молодого возраста от 15 до 25 лет. Второй пик приходится на зрелый возраст, период от 40 до 60 лет. Также высокая смертность по причине суицида зафиксирована среди людей преклонного возраста, старше 70 лет. По мнению участников круглого стола, увеличение количества людей, склонных к самоубийству, обусловлено многими факторами. Проблема суицида, она носит такой комплексный характер. Это не только проблема педагогическая или психолого-психиатрическая. Проблемы связаны и с социально-экономическим статусом низким. Это проблемы связаны и с бесконечным множеством трагедий, с которыми мы сталкиваемся практически каждый день. Это ощущение безопасности у людей, это наркомания, алкоголизм, как бы мы от него не отнекивались. Это эпидемия онкологических заболеваний, это недостаточная работа многих структур, это, возможно, даже отсутствие каких-то необходимых структур. Данные прокуратуры неутешительные. В нашей стране за последние 10 лет было более 836 случаев суицида и попыток суицида. Реально эти попытки унесли жизни 327 человек. Что касается оставшихся случаев, то причины попыток самоубийства здесь разные. В основном пытаются покончить с собой люди с неустойчивой психикой, считает Адам Уртарба. Насколько мне известно, за последние тысячелетия существования человеческого сообщества способы решения вот такого масштабных психологических проблем, как какая-то психологическая слабость или слабая нервная система, которая развивается у людей, еще никто не придумал. Попытаться сократить факторы, которые провоцируют людей на эти действия, конечно, можно. Можно попытаться навести в стране, скажем, практически идеальный порядок, решить все социальные проблемы, решить всего и так далее. Но человек, изначально склонный к суициду, это заложенная в него психологическая особенность. В подавляющем большинстве случаев заложенная от рождения, в ряде случаев выработанная в нем в результате какого-то там отрицательного по отношению к нему поведения со стороны окружающих. Депутаты парламента, психологи и общественные деятели высказали свое мнение. Этнолог Марина Барцис считает, что среди косвенных причин суицидальных настроений утрата национальных основ воспитания, передававшееся из поколения в поколение у абхазов отношение к жизни и смерти, отсутствие веры. По мнению архимандрита Дорофет Бар, чтобы остановить суицид, необходимо как можно чаще говорить об этом. В каждой семье, в школах и учебных заведениях нужно обсуждать с молодыми людьми проблемы, которые их волнуют. Главное – принимать активное участие в формировании личности ребенка. Я думаю, мы самое главное упускаем из нашей жизни. Формирование, полноценное формирование человеческой личности. Мы занимаемся чем угодно, стремимся одеть лучше всех своих детей, хотим, чтобы они выглядели красиво, ездили на дорогих машинах, получали хорошее образование, чтобы занять хорошие места. И в процессе всего этого мы забываем о том, что мы упустили многие грани человеческой личности для того, чтобы ее сформировать полноценно, в том числе и религиозное воспитание.
Участники круглого стола также предложили создать цикл передач на канале абхазского телевидения, где люди смогут анонимно задавать вопросы, на которые будут отвечать представители духовенства и психологи.